На радость жителям улиц Партизанская, Горная и Бекова специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» «Ингушэнерго» приступили к реконструкции энергообъектов, питающих десятки абонентов. Но все по порядку. По иронии судьбы, тут уместна поговорка: обещанного 3 года ждут. Именно столько времени местные жители испытывали трудности с перебоями электроэнергии, из-за чего произошел несчастный случай. Не хватало света 140, 137, не превышало более 150 киловатт вольт. Просто нехватка была, электроприборы летали. Мы, что там? Долго? Это года, вот последние 3 года мы усиленно вот это все шло. А раньше, тоже нехватка электроэнергии, вот это все, эти проблемы вообще по селу, это очень давно идет. Жители несколько дней назад выложили в социальной сети видеообращение, сообщив о застарелой проблеме с перебоями электроэнергии и низким напряжением в сети. Инициативная группа не раз поднимала наболевший вопрос в местной администрации – участок в зоне ответственности муниципалитета. По словам энергетиков, вопрос относится к компетенции районной администрации. Как объяснили, в местном бюджете средств для реконструкции объектов не предусмотрели. Конечным решением всей ситуации послужило поручение главы региона Махмуда Али Калиматова провести ремонт трансформатора и линии с последующим переводом на баланс энергокомпании. Ряд улиц, по которым были официальные жалобы из-за низкого качества электроснабжения. И на этом участке сети именно находились не на балансе «Ингушэнерго», а на балансе администрации муниципального района Малгобекского. По обращению жителей этих улиц мы откликнулись и по просьбе руководства Республики Ингушетия. На данном участке мы заменили трансформатор существующий на более мощный. Там стоял 250 киловольт-ампер. Мы его заменили на 630. И более 2 километров линии, это алюминиевый провод был, мы его заменили на самонесущий изолированный. Нагрузка на энергообъект до этого дня здесь достигала предельных значений. Линия электроподачи 0,4 киловатт проведена еще в 80-х годах. Эти 40 лет не прошли даром. Трансформатор износился. Кроме того, 3 улицы питались от одной подстанции. Это порядка 100 потребителей. На данный момент задачу энергетики решают быстро. На месте работают 15 специалистов малгобекских районных электросетей с привлечением спецтехники. Заменили около 2 километров провода, уже подвесили, уже ведется работа по перезапитке со старой линии на новую. Замена трансформаторной подстанции уже тоже, замена трансформатора уже закончена, идет окончательные работы, завершающие замена внутренних рубильников на более мощные. По словам местных жителей, аналогичная проблема существует и на других участках. Это подтверждают и депутаты местного самоуправления. У меня много обращений депутатских запросов. Света нет. В принципе, мы не можем включить телевизор. Вот идет центральная улица, вот это вот, вы видите, вот освещение вот идет. Вот эта центральная улица уже 3 года, как эти фонари не горят. Потому что дети вот темное время суток идут со школы, темнота. С их слов, из-за частых перебоев в подаче электроэнергии, следственно, жалоб местных жителей в местную администрацию, они уже несколько лет неоднократно поднимали вопрос уже в районной администрации. Те, в свою очередь, ссылаются на обслуживающую энергообъекты фирму. Линии электропередач и трансформаторы, которые находятся на балансе администрации сельских поселений. И у нас есть другой балансодержатель, который называется «Энергоинвестия». Кстати, вот те электросеть, линия электропередач и трансформаторные подстанции находятся на сегодняшний день на балансе «Энергоинвест». Но с ними я не знаю, какие действия. Вот даже вот когда мы звонили, писали их адрес, они с нами на связь не выходили. Они значились балансодержателями, но не более этого.
В общей сложности на территории региона около 400 километров линий электропередач и более 3000 трансформаторных подстанций. Разбираться, какие участки на балансе районной администрации, а какие относятся к Ингушэнерго, местным жителям неинтересно. Да и не придется больше. Руководство Ингушэнерго поделилось планами провести консолидацию электрических сетей. Мы готовы взять в аренду, готовы взять на баланс имущество республики, чтобы дальше мы могли обслуживать и улучшать качество электроснабжения. Если у нас будет все это на балансе, мы сможем выделить и материалы, и трансформаторные подстанции, заменить провода на более сечением больше, чтобы качество улучшилось. Возвращаясь уже к решенному вопросу жителей этих улиц, завершить реализацию мероприятия, а значит закрыть проблему низкого напряжения, обеспечить электробезопасность и практически свести к нулю вероятность аварийных отключений в непогоду на участке энергетики планируют в ближайшее время. Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24.